общественники, ну, не только общественники, а просто обычные жители Сибая выступали, ну, требовали как бы властей вот установить прям постоянный мониторинг за, получается, да. Ну, это должно устанавливать гидромет, а у гидромета этих возможностей нет. Насчет этого я не могу сказать. Но то, что вот лаборатории, которые ездят там сейчас проверяют, несколько лабораторий, да, они же замеры делают раз в 2 часа. И причем выдают это все равно с опозданием каким-то. И потом бывают вызовы, допустим, я сама ездила, просто и с лаборатории ездила, и без них ездила, и с как бы... Ты сама замеряла? Да, я была при замерах. Ты была при замерах? Да. То есть я при 2 замерах была даже. Вот. И получается, люди вызывают лабораторию, но она пока приезжает туда, то есть уже пропадает, да. То есть нет вот постоянной вот этой информации, да. Поэтому как бы просят, чтобы круглосуточно. Что говорили жители города на встрече с представителями СПЧ? Вот ты говоришь, там вот все было достаточно накаленно, там чуть ли не драки происходили. Да. Кто что говорил? Так, смотрите. Прежде всего, конечно, требовали еще то, что вот я запомнила, это получается токсикологическую лабораторию. То есть, чтобы... и люди же просили, чтобы оценили их здоровье, насколько вот я про это и говорю. Да. То есть последствия какие-то могут быть или нет? Врачи же не выдают, отравился там организм от смога или нет. Да. То есть никто об этом не говорит ничего, поэтому они хотят прям оценку, нормальную оценку. Какой ответ получили они? Ответ, по-моему, не прозвучал, насколько я помню. И СПЧ же еще должно выработать эти рекомендации, пакет рекомендаций, посмотрим, будет ли включено это туда, и если уже это будет в рекомендациях, то потом будет уже вероятное решение. И что-то я еще хотела отметить и забыла. Тоже по воздуху. Есть еще что-то, что там было интересно в Сибае, что запомнилось? Вообще, расскажи, пожалуйста, как ты сама себя там чувствовала? Вот самый главный вопрос. Человек, который приехал из другого города. Мы, получается, приехали туда за день до встречи с СПЧ? Да, населения. То есть они уже были в этот день там. А мы вечером приехали и сразу же поехали в 3-ю зону, где 64 ПДК как раз зафиксировали утром в этот день. Это 500 метров? Да, 500 метров. Там, получается... карьер, и прям его, там, пройти немножко, и сразу можно прям в этот котлован выйти в чашу. То есть мы туда и ходили, кстати, посмотрели все это. И вентиляторы там же стоят. То есть они рядышком гигантские. Размером с человека. Да. Вот, и получается, я разговариваю просто с жителями, и пока я там ходила где-то час-полтора, наверное, и у меня появилось сначала першение в горле, а потом как будто бы жжение появилось. Вот. То есть я, конечно, не берусь утверждать, что это именно от этого получилось, но других объяснений у меня нет. А вот, ты же была не одна, там фотограф с вами был, еще кто-то фотограф наш говорил, что у него голова разболелась, вот. В горле он ничего не почувствовал, вот. Возле карьера, кстати, какой-то небольшой запах был, но тут тоже опять, может, и другой какой-то запах. Я вообще в Сибае не была ни разу, честно. Вот, в принципе, никогда. Закарий, я вспомнила. УГОК, кто говорил? Закарий и фамилию теперь я не помню. Кстати, они отказали нам посещение. Да, вообще надо отметить, что они не так активно идут на контакт со СМИ, потому что очень сложно получить комментарии какие-либо. Причем даже ты, если сегодня будешь договариваться, давайте мы у вас возьмем послезавтра. Послезавтра они тебе скажут, ой. Никто не ответит тебе, это во-первых. А во-вторых, как бы поэтому... Ладно, слава богу, проходили в администрациях города вот эти вот ежедневные оперативки, где хотя бы там понимание складывалось, что происходит. Другой опыт. Я же в Сибай не первый раз еду, то есть в начале февраля еще там была. То есть, была в самом как бы УГОК, в офисе у них. Кстати, с комментарием все было в порядке, то есть технический директор. Да. Сибайский филиал УГОК. Технический директор там мне все подробно объяснил, и они предложили там же в карьер сходить, но у нас со временем было не очень, уже надо было уезжать, а на этот раз они просто, получается, сказали, что мы письмо отправили, сначала устно запросили, потом попросили они письмо отправить, мы, естественно, это все сделали, они сказали, типа, у нас директор уехал куда-то там. Ой. Да, вот так. А потом во время заседания я подошла, не заседания, а встречи, подошла к роддому, вот у них уже, по-моему, из УГМК. И с Асафьевым, кстати, мы были, и спросили... Артур, журналист «Радио Свобода». Да. И попросили нас, пустить, посмотреть все это своими глазами, видеть. Он сказал, принесите нам сейчас прямо вот письмо, и я вам подпишу. Естественно, письма-то у нас с собой не было.
Что же вы такие, это недальновидные? Да, оказалось, что так. Я ей объяснила, я говорю, как бы наше письмо у вас приемное находится. Что вы не увидели и сюда пришли, это как бы другой вопрос. Да. Любопытно это все, конечно, происходит. Еще история не завершилась, будем следить. Да, но интересно, что СПЧ планирует еще вернуться в Башкирию. По Сибаю, по встрече это еще одно не только по этой теме. Еще одну вещь хочу сказать. Почему там вот это все как бы ситуация, накаленная обстановка была? Потому что у меня есть предположение, конечно, я не буду утверждать об этом, но там, скорее всего, были какие-то люди, которые были настроены на это. То есть, когда, допустим, выступали... Да. И опять-таки об этом говорит и власть, ведь то, что в том числе с этим оборудованием, что непонятно откуда купленное, которые показывают превышение 64 ПДК. Я хочу сказать, что наоборот со стороны властей, может быть, люди какие-то были, потому что вот когда выступали общественники, там обычные жители, эти разговоры они пытались заглушить каким-то образом, там шум какой-то поднимали, там топали, хлопали. То есть членам СПЧ приходилось успокаивать каждую минуту просто. Вот, когда выступали именно жители города. Да. Вот. Ну и наоборот, естественно, было. Но тогда как бы жители города, когда говорили, что один человек, например, там выступал и говорил, что сероводород это полезно для организма, тут уже зал просто взорвался. Вот такие моменты были, да. Класс. А, кстати, это же, по-моему, вы писали зимой. Какой-то депутат местный говорил, что это прям, это целебно, это полезно. Это у вас был на МК-сайте? Но я, к сожалению, не помню, кто это именно был. Я припоминаю, да. Какой-то был такой местный депутат муниципальный. Да. Класс, полезно для организма. И вот когда даже хлопали, допустим, я тоже об этом у себя писала, то, что было заметно, например, когда выступает там представитель УГОК или администрации, хлопают задние ряды. То есть, когда жители выступают, передние ряды хлопают. Понятно, рассадка сразу становится. Прекрасно. Как это вот такой момент. Прекрасно. Интересный. Огонь, конечно. Что вот люди, которые именно от СПЧ были, у них, помимо того, что они сказали, мы вот увидели, мы услышали, да, там, выработаем какие-то решения, потом вам скажем. Были какие-то еще комментарии интересные? Что вот запомнилось тебе? Ну, мне запомнился комментарий, получается, Киселева, который вот член Greenpeace, да, он говорил, что в Башкирии, в принципе, нужно воссоздать центры вот экологического мониторинга, по-моему, он сказал, то, что раньше такие работали, а сейчас, и еще он сказал, что в Сибае в целом комплексный экологический мониторинг нужно провести, потому что промышленный город, и жалобы поступают не только по атмосферному воздуху, но и по воде, вот, и по другим аспектам. То есть нужно комплексно все это проверять. Мы сейчас прервемся на новости, после них вернемся и продолжим. Я напомню, что в гостях у нас сегодня журналист Медиакор сети Минзаля Аскарова и шеф-редактор РБК УФА Екатерина Тимиряева. В Москве 13 часов 30 минут. Здравствуйте, в студии Александр Плющев и в эфире выпуск новостей. В мэрии Назрани подтверждают, что в результате стрельбы у здания городской администрации пострадали 3 человека. Напомню, стреляли вчера во второй половине дня из травматического оружия. Среди пострадавших сын мэра Назрани. Задержать по горячим следам нападавших не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований связывать стрельбу возле мэрии с митингами, которые проходят в Ингушетии. Сама ситуация в этой республике, как сказал Песков, требует внимания. Напомню, в последние дни там проходит выступление против утверждения закона о референдуме. Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета. Об этом журналистам рассказал сегодня начальник Главного управления по противодействию экстремизму Олег Ильиных. Он сказал, что вербовщики и идеологи уходят в так называемый невидимый для пользователей глубокий Тор и другие виды теневого сегмента сети. Ранее специалисты в области
интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете. Участник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни после призыва Рамзана Кадырова. Об этом сам Кадыров написал в своем телеграм-канале. Там же он разместил видеозапись, в которой Муслим Джамбеков подтверждает, что является виновником аварии на Можайском шоссе в Москве. Просит прощения у Рамзана Кадырова, своего народа и россиян, а также выражает соболезнования родным и близким жертв аварии. 25 марта на Можайском шоссе столкнулись два автомобиля «Мерседес Гелендваген» и «Нива». Два пассажира «Нивы» погибли, ее водитель был госпитализирован. Водитель Гелендвагена тогда скрылся. Организация Well Sanctuary Project, в которой участвует океанолог Жан-Мишель Кусто, получила одобрение на прибытие в Россию для участия в операции по спасению белух и касаток из так называемой китовой тюрьмы в Приморье. Они предложат российским ученым, исследователям и чиновникам свой опыт по спасению китообразных. Речь идет о центре передержки в бухте Средняя, где содержатся касатки и белухи. Прокуратура Швеции освободила сегодня из-под стражи подозреваемого в шпионаже в пользу России. В пресс-релизе ведомства отмечается, что по состоянию на сегодняшний день мужчина не может воспрепятствовать расследованию. 45-летнего шведа подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием. Ему грозит до 4 лет тюремного заключения. Курс доллара на завтра 64 рубля 73 копейки, евро 72 рубля 72 копейки. В Москве до конца дня может потеплеть на несколько градусов. Сейчас столица +2, предстоящей ночью от 2 до 4. Завтра днем синоптики ожидают 8-10 градусов тепла. Александр Плющев, служба информации, «Эхо Москвы». 16 апреля в зале White Hall поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков расскажет все о русском анекдоте как о литературном жанре. В программе интересные вопросы, неожиданные ответы и встреча с единомышленниками. Начало лекции в 19 часов. Билеты на сайте прямая.ру и в кассах кассир.ру. Справки по телефону 8 917 348 03 50. Организатор лектории «Прямая речь». Возрастная категория 18+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Коневодство. Елкасылык. Коневодство в Башкирии. Башкортостанда елкасылык. Коневодство в Башкирии. Башкортостанда елкасылык. В Башкирии на развитие коневодства выделят 100 миллионов рублей. Башкортостанда елкасылыкты үстерүгә 100 миллион сум акса бүләләр. В Башкирии на развитие коневодства выделят 100 миллионов рублей. Башкортостанда елкасылыкты үстерүгә 100 миллион сум акса бүләләр. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Продолжаем программу «Редколлегия». Елена Черкова у микрофона. И в гостях у нас журналист медиакурсети Минзаля Аскарова и шеф-редактор РБК Уфа Екатерина Тимиряева. Мы до перерыва на новости начали с вами обсуждать события этой недели и затронули, конечно же, тему Сибая. Не можем мы от нее, к сожалению, отстать никак уже достаточно долго. Минзаля, есть еще что добавить по этой теме? Да, я бы хотела рассказать о том, что в первый день, когда мы там были, мы посетили одну бабушку, которая живет возле самого карьера, там 500 метров, в зону 500 входит. Ну, в действительности она даже ближе живет. Вот. Она нам рассказала такую печальную историю о том, что ей не дают путевку в здравницы, отказывают, потому что у нее слишком, ну, как сказать, слишком она пожилая для них, получается. То есть ей 81.
Вот. А у нас что, где-то ввели ценз на посещение санаториев? А в Минздраве ты писала об этом? К сожалению, я еще не успела. Очень интересная позиция Минздрава по этому вопросу. Да, я тоже хочу вот позвонить, получается, и в администрацию Сибая, уточнить, почему именно ее не берут. Потому что бабушка присутствовала во время выбросов, то есть она была у себя дома, она вообще одна живет там всегда, то есть не выходит никуда, не уходит. И после этого она попала в больницу, там месяц пролежала в больнице, в пункт временного содержания ее отправляли, вот так вот, то есть и со здоровьем у нее хуже становится, как она сама говорит. Еще она говорила, что у нее было 100% зрение, и после выброса вот совсем плохо стало, в общем. Резко ухудшилось зрение. Ну, это, к сожалению, сложно будет подтвердить, но вот этот сам факт того, что женщина, которая живет в этой зоне, которая якобы должна быть полностью оздоровлена, как правильно, оздоровлена, скорее. Ну, видимо, еще тут имеет значение то, что она одна, то есть у нее там ни детей, никого рядом нет. Никто не заступится, никто не решит просить. Никто не занимается, она, видимо, сама не может так сделать. Вот нет, ну каждый человек, я вот считаю, каждый человек должен для себя как-то постараться, даже если тебе 81. Ну, слушай, разные обстоятельства бывают. Вдруг ей просто ходить тяжело физически. Вот физически она просто ходить не может. Ну да, она и далековато от центра города живет, в принципе. То есть ей туда добираться еще надо. Зале, будем ждать твою статью. Да, прям. Надо следить за этой ситуацией. Что у нас еще из событий на этой неделе есть важного? Или еще у нас есть что поговорить про СПЧ, помимо Сибая? Тишина. СПЧ, просто на самом деле вспоминаю, что говорил Федотов. Ну, вообще хотелось бы, конечно, увидеть вот эти все рекомендации. Ждем. Ну и то, что он отметил, что не было ни одной пытки, точнее, не было ни одного заявления на пытки из Башкирии. Это вообще, и это один из уникальных случаев в стране. Но не совсем он говорил, это говорил Андрей Бабушкин и Игорь Каляпин в том числе. Он потом в пресс-подходе об этом говорил. Да. Вот как раз круглый стол был по поводу соблюдения прав людей, прав человека, которые содержатся в местах принудительного лишения свободы, в тюрьмах, в СИЗО, в колониях. Я сходила на этот круглый стол, потому что все-таки мы довольно много про пытки пишем, говорим, и учитывая, что Каляпин как раз был на этом круглом столе, я пошла туда. Какие-то случаи нарушения прав человека именно в тюрьмах, следственных изоляторах, колониях, в которых они были. И Каляпин, он вообще в СПЧ входит? Каляпин входит в СПЧ. Игорь Каляпин, вообще, он председатель организации, комитета по предотвращению пыток всего, отделение которого в том числе работает у нас в Уфе. Да, здесь у нас Евгений Литвинов возглавляет. Да. Кстати, день рождения у него сегодня, Женя, с днем рождения. Днем рождения, да, в Сючане можем попить. Вот. И они сказали, что вообще не выявили ни одного случая, то есть никто к ним не приходил, не говорил, что там применяются какие-то противоправные действия, избиения, какие-то не знаю, угнетания, что-то в таком духе. Как этот круглый стол проходил? Это, конечно, песня отдельная, потому что... Ты считаешь, что это лукавство? Я не знаю. И мы, когда с Игорем Каляпиным разговаривали здесь в нашей студии, я спрашивала, нет ли у вас ощущения, что просто знали руководство вот этих всех учреждений, что вы приедете задолго до того, как вы приехали, и хорошо отрепетировали. Но Каляпин, конечно, сказал, что у него нет гарантий, что это именно вот так все и происходило, как я предполагаю, но что есть, то есть, да? То есть... отделение здесь работает. У них есть в разработке несколько дел. Но у них нет, насколько я помню, возможно, Женя, конечно, нас поправит, но у них нет ни одного дела, которое касалось бы пыток именно в системе ФСИН. Есть пытки в полициях, но в системе ФСИН нет. Я просто к чему возвращаюсь к круглому столу, он совершенно фееричным образом проходил. Там присутствовало очень много людей. Там присутствовали представители ФСИН, представители МВД, представители прокуратуры, каких-то ветеранских движений там в этих министерствах и ведомствах. Там присутствовал, естественно, Олег Галин из Общественной палаты Башкирии, который просто рассказывал какие-то совершенно потрясающие вещи о том, как Общественная палата по кирпичику строит взаимоотношения с системой, в частности, УФСИН. Потом у него была совершенно поэтическая фраза про то, что нет никак кирпичик, а как морские гальки. И иногда из этих галек там высекаются какие-то там искры, возникает пожар. Прям речь была пожар.
Что запомнила? Представитель прокуратуры говорил, что они реагируют, и что они, когда происходят какие-то случаи, например, суицидов среди осужденных, они на это реагируют, начинают с этим разбираться. Но он не сказал о количестве. То есть он не сказал ничего по поводу того, насколько вообще эта проблема серьезно в Башкирии. Статистики не привел абсолютно никакой. И потом была еще довольно такая интересная фраза. Женя Литвинов, как раз руководитель местного отделения Комитета против пыток, спросил представителей МВД по поводу суицидов их сотрудников. Окей, предположим, вы не очень хорошо относитесь к задержанным, к осужденным, но ваши сотрудники все-таки, наверное, должны за ними, там, не знаю, смотреть, делать, чтобы у сотрудников было все хорошо. И была в ответ сказано просто потрясающе. Кем? Это был замначальника МВД. Я, к сожалению, сейчас у меня записана фамилия редакции, но не помню, не могу воспроизвести. Ответ был из разряда: у вас был изначально план, вы его придерживались? Да, у нас изначально план, мы его придерживались. Вот в таком. То есть не ответил ничего. Единственное, что он потом сказал, что количество суицидов другого ответа ждали. Конкретная сфера еще есть, ну, как бы сотрудники полиции. В общем, полиции. круглый стол, конечно, проходил потрясающе, да, там все рассказывали. Кстати, вот у меня там же, по-моему, Каюмов выступал, да? Да, вот, он же тоже привел очень странную, получается, статистику, судебная статистика, из которой следует, что Верховный суд Башкирии вынес только один оправдательный вердикт. Кому? Ну, наверное, в целом имеется в виду вообще. Попыткам? Нет, вообще в целом, что ли? Но там, по-моему, не было такого. Да, ну вот я что-то такое, вот, когда готовилась, и получается, один из адвокатов, еще там, вот я в цитату недели как раз это готовила, он сильно удивился, как бы в других регионах. Ну, вообще, вот на этом круглом столе конкретно тема пыток в полиции в ФСИН абсолютно не затрагивалась никак, несмотря на то, что там был 2 представителя Комитет против пыток, но вот эта тема там не разбиралась. Ну, основное, что говорил тогда Каляпин? Просто интересно уже. Каляпин что говорил? Да. Ну, он рассказывал, как они съездили, что они съездили в Стерлитамак. Вот он был конкретно в Стерлитамаке вместе с бабушкиным, насколько я поняла. Они были в детской колонии и в исправительном центре. Это центр, где содержатся люди, там, у которых не очень серьезные преступления совершены, и у них есть свобода передвижения, то есть они там живут постоянно, но они там выезжают в город, например, работать. И вот там недавно открыли в Стерлитамаке, там прям очень гордилась все УФСИН весь там тем, что вообще надо ведь отметить, судебная система, там ничтожно мало оправдательных приговоров, и даже юристы вот на недавно состоявшемся форуме в Уфе тоже об этом говорили, что юристы мечтают о том дне, когда судебная система будет другой. Но весь круглый стол, в общем, был посвящен тому, что никаких нарушений заключенных, осужденных не нашли, СПЧ не выявил, что наша система ФСИН, МВД и прокуратура всячески старается после того, как люди освобождаются из мест лишения свободы, их реабилитировать, их приобщить к жизни в обществе, в социуме, да, социализировать максимально, там какие-то рассказывали про какие-то концерты, про какие-то там радиопередачи, ну что-то прям было очень хорошо, настолько хорошо, что пришлось уходить, не дожидаясь конца. У нас 15 минут, еще меньше 15 минут, наверное, остается. Очень хочется обсудить ситуацию с, даже не знаю, Кать, есть у тебя еще что добавить по СПЧ? А то я так говорю. Нет, наоборот. А насчет событий недели? События недели, ну, все-таки, да, СПЧ. Всё. СПЧ. Ну и тем более они же приедут летом. Вообще на лето у нас очень много встреч там планируется. Значит, давайте еще обсудим ситуацию вокруг Словацкого роддома, раз эта ситуация которая у нас на федеральном уровне также на вышла. федеральном уровне, и у нас у всех эти материалы по поводу Словацкого роддома в топы вошли. Как вы следили за этой ситуацией? Что вы увидели на этой неделе интересного?
Ну, то же самое, что ты и озвучила, что сотрудники рассмеялись, когда услышали о том, какая у них была зарплата. 65 тысяч там у руководителей и 21 тысяча у младшего персонала. То есть, ну, Салаватский роддом, он переходит под контроль республики, об этом Ради Хабиров сказал вот буквально позавчера, по-моему, да, на пресс-подходе после СПЧ. И теперь будут они за счет бюджета ремонтировать здание. Он сказал, что будет проведен ремонт и закуплено оборудование, потому что оборудование концессионер вот это тоже не покупал. Вас не резанула разница в датах между тем, что говорило правительство, и тем, что говорит сам концессионер? У них разница почти в неделю. Менялась позиция. Ленара Иванова в нашем эфире говорит, что решение правительства принимало 26 марта о расторжении этой концессии. Сам концессионер говорит, что... наоборот, 20-го. Правительство говорит 20 марта. Сам концессионер говорит, что вообще-то принималось решение вместе, и было это 26 марта. Кому верить? Я не настолько следила глубоко за этой темой. Не настолько следила из-за вот этой поездки в Сибай и всего остального. Ну, то есть, вот это прям было, конечно, очень интересно слушать, потому что, то есть, тут Ленара Иванова, представитель правительства, да, региона, говорит, что это было вот так-то, так-то, а потом ты звонишь концессионеру, разговариваешь с концессионером, он говорит, так, постойте, минуточку, это было вообще-то вот тогда-то. И мне вот другой вопрос интересует. Они будут как-то анализировать, почему вот ГЧП как бы в этом случае не сработало, а потом это как-то влиять будет? Интересно, когда частные компании будут входить. Ну, вообще изначально вот Ленара Иванова нам в интервью РБК Уфа говорила где-то месяц назад, если не ошибаюсь, но это точно было, ну, то есть не на этой неделе, там, не на прошлой. Она говорила, что Башкортостан будет контролировать эту ситуацию. Основные цели, которые ставили за собой, чтобы увеличивалась зарплата сотрудников, в итоге она стала гораздо меньше, и там вставал вопрос, чтобы хотя бы на уровне республиканских средних зарплат у сотрудников Салаватского роддома, то есть, ну, были доходы, да, и, естественно, там хотели, чтобы хороший пример, как ГЧП был. Ну вот, что имеем, то имеем. Причем еще вот этот материал, да, про то, что новость, которая там с видео и последующая за этим видео новость о том, что 14 врачей, которые как раз на этом видео есть, они там смеялись, хлопали, уволились. В итоге эту информацию не подтвердил ни роддом, ни, опять же, Ленара Иванова. Но сегодня газета РУ публиковала информацию, что уволенные сотрудники Салаватского роддома нашли себе работу, и там даже они ставили видео, это я видела в ленте. Просто это на самом деле очень интересный кейс, потому что мы находимся в ситуации, когда мы не понимаем, кто говорит правду, кто говорит неправду, кому можно верить, кому нельзя, и ты просто на распутье, да, ты даешь сначала эту информацию, потом эту, потом все это вечером сводишь в один единый файл и говоришь, а вот как бы вот что есть, ребят. И ведь единый файл, но это ведь золотое правило журналистики, когда ты одну информацию даешь там из 3 источников. Нет, это прекрасно. Да. Конечно. Но это просто действительно очень интересный кейс. Да. Что у нас еще есть по событиям? Отставку Хайдара Валеева. Да. Как вам? Внезапно. Да. Досрочная отставка у него. Я сегодня, пишет же «Коммерсант», да, по-моему, что Илона Макаренко будет. Да, писали «Коммерсант» как раз. То есть, интересно. Сегодня на федеральном эхе очень смешно. Это у него сейчас повышение получается, да, и то, что он перешел. А вот тут вот непонятно, знаешь, это вот как бы такое, как почетная пенсия, не знаю. То есть вроде как ты все еще остаешься в системе власти, да, но вроде как на такой, уже довольно незаметной должности. Вряд ли ты будешь принимать какие-то прям очень значимые ключевые решения по кадрам. Но тем не менее, да. Новый председатель ЦИКа будет проводить главную осеннюю кампанию избирательную. То есть это, во-первых. Во-вторых, мы все видели от одной партии 4 кандидата на пост главы. Как вам? Становится все более интересно нам работать. Прям к выборам. Люблю я выборы. Ну что, закончим с событиями. Перейдем к заголовкам, цитатам. СПЧ и Сибай. То есть у нас. Заголовки недели я выделила 2. Но хочу, наверное, сначала ваши послушать. Мензеля, начнешь? Давайте начну. У нас он тоже касается СПЧ. Или экология, или онкология. Члены СПЧ нашли в Башкирии новый принцип. Вот так звучит он. Отлично. Онкология или экология? Шифрую. Федотов на пресс-подходе просто говорил, что в Башкирию они приехали и поняли, что им нужно дополнять лозунги СПЧ. Да, там у них интересные лозунги были, да. Кстати. Там еще что-то было. Вот, кстати, сейчас озвучим.
меньше политизации, больше конкретизации. Или диалог, или некролог. Вот и теперь у них новый появился. Диалог или некролог, слушайте, ну это круто. А кто-то у них там прям это рифмоплет. Прям нравится рифмовать. Да. Кать, у тебя что с заголовками? С заголовками у меня нет заголовка. Двоечница. Да, у меня нет заголовка. Ладно, я поделюсь. Смотри, первый заголовок, я уже его озвучивала в топе новостей, это заголовок УФА-1. Врачи роддома в Салавате рассмеялись, когда узнали, сколько зарабатывают. Он мне напомнил вот эти новости, которые из спам всплывает. Я не знаю, там типа врачи были в шоке, когда увидели там многоточие, да, там, я не знаю. Там я выпил стакан соды и на утро там многоточие. Ну, такой, ну, прикольно. Как похудеть. Да. Ну, заголовок очень прикольный. Ребята, конечно, молодцы. Я люблю заголовки УФА-1. В последнее время очень здорово получается. И заголовки «Коммерсанта» тоже все еще остаются, конечно, в моих фаворитах. Чисто сердечные показания. Чистосердечные, ну, раздельно, 3 слова, да. Тут как раз материал сегодня, насколько я, если не ошибаюсь, сегодня вышел по поводу очередного заседания по делу Александра Филиппова. Выступал один из застройщиков и рассказал, сегодня в развороте как раз об этом говорила, рассказал, что принял решение выплатить все-таки деньги по иску от мэрии после того, как получил сердечный приступ и полежал в больнице. Чисто сердечные показания. Отлично. Ну что, цитаты? Да, давайте. Цитаты. Так, я начинаю. Давай. Да? Снова. Ну вот я, кстати, начала об этом говорить. Получается, вот Каюмов выступал на СПЧ, и он привел все-таки, наверное, по уголовным делам все-таки он привел. Почему-то наш журналист не уточнил. То, что Верховный суд вынес только один оправдательный как бы приговор, а районные и остальные суды, получается, там около 20, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть это ничтожно мало для большой республики. И там адвокат это вообще в целом по стране Валерий Аббасов, то есть после этого сказал, что страшно жить в такой стране, ведь даже при Сталине было больше оправдательных приговоров. Ужас какой. И вообще у нас несколько цитат, наверное, или сейчас прям. Давай сразу. То есть в том же, получается, в той же встрече Рамиля Саитова высказала, что на праздновании столетия Башкирии Ради Хабиров в своем выступлении не произнес ни слова по-башкирски. Вот. И третий, это уже Михаил Федотов, он, наверное, говорил по поводу когда общественники, наверное, какие-то возмущения высказывают. Сибаев. Нет, в Уфе. В Уфе уже. Такое поведение людей означает, что у вас нет с ним диалога. Недовольных нельзя называть провокаторами. Вот. Но в то же время он ведь отметил потом в пресс-подходе, опять-таки, он говорил, насколько хорошо все организовано. Никто не, не закрывает дорогу СПЧ и так далее. Да. Это не двояко звучит? Ну, да, скорее всего. Но смотрите, еще интересная тема по СПЧ, то, что поднимали вопрос митингов, то, что их в Башкирии как бы запрещают, и СПЧ... Это, по-моему, прям на самом первом заседании было, в самый первый день, да. Да, то есть и там, по-моему, СПЧ насчет этого что-то даже... Они обещали, они, по крайней мере, просили, как я поняла, все данные о митингах, которые не были в итоге проведены из-за того, что отказали, собрать в единый документ и попросили предоставить списки организаций, которые подавали уведомления о проведении митингов до того, как подавали активисты. У нас же обычно это там же такая классическая причина отказа. Отметили, что в гайд-парках, например, не нужно там согласование и все дело. И еще, кстати, отмечу, к слову, то, что в Сибае же митинги тоже как бы не согласовывают, ни разу еще не согласовали. И вот сегодня появилась информация, что подает. Но штаб Навального, конечно, они чемпионы в этом, потому что в прошлом году, как Лилия Чанышева говорит, они подали там 800 заявок, почти ни одна не была согласована. Кать, что у тебя по цитатам? По цитате я хотела бы привести цитату Константина Толкачева, спикера Курултая, его дискуссия с Сергеем Шнуровым по поводу культуры. Скажи, что ты не мою взяла цитату. Представленная им точка зрения о том, что создавать культуру и смыслы сегодня может каждый человек со смартфоном в руках и аккаунтом в соцсетях, мне кажется спорной. Я продолжу эту же речь. Нецелесообразно разрушать границы между
между культурой и различными частичными ее трансформациями в виде субкультур. Хотя история, конечно, знает примеры, когда андеграунд становился мейнстримом, но это происходило через значительную его трансформацию. Я просто, когда прочитала этот пост, я сняла шляпу и поклонилась Константину Борисовичу Толкачеву, потому что человек, который пишет так прекрасно, это, конечно, это редкость. Но на следующий день на пресс-подходе он смутился. Он смутился, и когда у него уточнили, как сам писал-то. В общем, суть быстренько объясню, если кто-то там не помнит, мы в новостях это, конечно, читали. Константин Толкачев после заявления Сергея Шнурова, того самого Шнура из Ленинграда, уже не из Ленинграда, который сказал, что нужно распустить Минкульт России, Константин Борисович сказал, что вообще-то хаос возникнет в культурной среде, если Минкульт распустить, так делать нельзя, Шнур не прав. Очень жду, когда Шнур узнает об этом, прочтет этот потрясающий пост Константина Толкачева на Фейсбуке и напишет какой-нибудь стих, как он сейчас в последнее время делает. Прям каждый раз захожу в Инстаграм к Шнуру, жду, а стиха все нет и нет. Очень, очень грустно. Ну что, будем заканчивать? Да, спасибо за приглашение. Спасибо вам, что пришли. Я напомню, что это была программа «Редколлегия». В гостях у нас сегодня были шеф-редактор РБК УФА Екатерина Тимиряева, журналист медиакор сети Минзаля Аскарова. Меня зовут Елена Черкова. Пока. Всем пока. До свидания. Никакого секрета.